Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, сегодняшняя наша тема 255 аят из суры Аль-Бакара, который известен как Аятуль Курси. Это полноценный аят, но однако ученые разделили его на тематические отрывки. И основываясь на этот ориентир, мы будем изучать с вами сегодня этот прекрасный аят. Итак. Аллаху ла иляха илля хуваль хайюль кайюм. Так называемые тематические остановки. Вот тематическая остановка. В этом аяте каждая отдельная тематическая остановка мы будем останавливаться и применять правила остановки, которые мы уже с вами проходили в предыдущих уроках. Итак, первая остановка у нас здесь. Сначала Аллаху ла. Здесь у нас удлинение в размере 4 огласовок. 4 огласовок. Итого получается Аллаху ла иляха. Ударение в размере 2 огласовок. Мадд таби'и, который называется иляха. Илля. Удваиваем. Удвоение. Илля. И ударение, долгота в размере 2 огласовок. Аллаху ла иляха илля хуваль. В некоторых изданиях Корана существует остановка, тематическая остановка и здесь. Вот так написано будет. И поэтому сперва будем останавливаться здесь, а потом соединим как полноценный аят. Часть этого аята. При остановке илляху аннулируется, переходит в сукун, и удлинение в размере 2 огласовок даммы над буквой ха. То есть илляху, не гув, над буквой вав остановка с сукуном произносится и переходит в естественное удлинение. Илляху. 2 счета. А если мы применяем слитное чтение, то получается Аллаху ла иляха илля хуваль. С огласовки фатха мы переходим на лам. Хуваль хайюль. Удваиваем. Обращаем внимание на звук ха. Хайюль. С огласовки дамма переходим на лям. Аль-хайюль ка. Ка. Не ка. Чтобы не был звук каф. Кайюм. Нет. Ка. Кай. Удваиваем. Кайюм. При остановке мим огласовка дамма аннулируется. Удлинение вава 2, 4, 6. Давайте сегодня у нас, скажем так, 2, 4, 6, а мы сегодня будем применять правило удлинения в размере 4 огласовок. Итого получается первый тематический отрывок без остановки на слове гу. Таким образом, Аллаху ла иляха илля хуваль хайюль кайюм. Идем дальше. Второй тематический отрывок. Ла. Удлинение в размере отрицательной частицы в арабском языке. Ла. Ударение в размере 2 огласовок. Та. Вот здесь хамза с сукуном. Нужно быть осторожным для правильного произношения. Та. Чтобы вот этот звук, она не перешла в звук айн. Чтобы та не было. Та. Ху. Та. Ху. Зу. Гу. Вот данный маленький знак, это малое соединительное удлинение, так называемый мад силя сугра, удлиняем в размере 2 огласовок, то есть долгота по отношению к дамме. Та-ху-зу-ху, гу, 2 счета. Идем дальше. Сина-ту. Вот здесь у нас правило идгам, ассимиляция, правило ассимиляции без
полной назализации, так называемая частичная ассимиляция. Идгам накус. Применяем синатуаля. Син удерживаем в размере двух огласовок. Синатуаля. То же самое, точно так же, как в начале. Ударение в размере двух огласовок. Валя. Наум. При остановке аннулируется танвин дамма, сукун переходит. И здесь правило, которое мы применяем, удлинение 2, 4, 6. 2, 4, 6. Но так как мы выбрали правило меры долготы 4, то медлин, мягкое удлинение, так называемое меддуллин, здесь которое применяется, мы применяем 4 огласовки. Итого получается валя наум при остановке. Идем дальше. Вот здесь очень нужно обратить внимание на третий отрывок, тематический отрывок. Лям с удвоением тадждид, шаддай. Так, нельзя начинать с лаху. Этот знак применяется для слитного чтения. И так называемая, скажем так, подсказка для правила идгам без назализации, то есть ассимиляция без назализации. И поэтому при начинании с лаху не обращаем внимания на тадждид. И спокойно лаху. Применяем здесь мед силя сугра, малая слитная долгота в размере двух огласовок. Лаху ма мадду таби'и, естественно, удлинение в размере двух огласовок. Ма лаху ма фис самавати. Вот с огласовки касра мы переходим на син, так как звук син является солнечным звуком. Фис самавати. Обратите внимание. Фис сама в размере двух огласовок ударение. Ва то же самое в размере двух огласовок. Фис самавати. Вама ударение в размере двух огласовок. Вама фил. Вот здесь, как мы применяли здесь, с огласовки касра переходим на лям. Фил Нужно обращать внимание, что хамза всегда в арабском языке произносится мягче. Никогда не может быть. Звук хамза не читается. Мы читаем, то есть хафс читает его всегда мягче. Фил ра твердый, так как сукуном, впереди стоит фатха. Фил вот дад при остановке каср аннулируется, переходит в сукун. И исключительным и единственным свойством, которое из всех букв арабского алфавита находится, это свойство долгота у буквы дад, так называемая иститаля. Прошу прощения, не долгота, а продолговатость. Свойство иститаля. И поэтому при остановке фил ард, а не ард, чтобы не перешло в твердое произношение даля, и чтобы не произошло калькаля. Фил ард, вот чтобы этого не было. Фил ард, остановка. Итого получается отрывок. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Следующая часть. Ман заллази ихфа. Останавливаемся в размере двух огласовок. Ихфа у нас мягкая, так как заль звук, мягкий звук. Ман залла. Вот одна из самых распространенных ошибок при произношении этого отрывка, когда звук заль переходит в звук зай. Манзаллази. Это большая ошибка, потому что очень сильно тематический и смысл очень меняется. Нужно быть очень осторожным, чтобы такие ошибки не совершать. Манзаллази. С огласовки фатха мы переходим на лям
с удвоением и на фатху. Заллади. А ударение, которое вот здесь естественное удлинение, она аннулируется, потому что правило таджвида гласит, естественное удлинение при слитном чтении всегда аннулируется. Ман заллади в размере двух огласовок. Здесь нужно быть осторожным, как и во всех других местах, чтобы удлинение, естественное удлинение звука «зи» не ассимилировалось со следующим звуком «я». То есть «ман заллади зия» нет. «Ман заллади я». То есть полноценно договариваем две огласовки, естественное удлинение «зи», потом переходим на звук «я» следующего слова. «Ман заллади яшфау». Шин – свойство тафаши, и поэтому нужно немножко удержать. Ш. Яшфау. Так как фа у нас фрикативный звук, когда два свойства, таких как тафаши и фрикативность, соседствуют, нужно каждому свойству отдать свое право, чтобы полноценно выговаривать слово. Если мы немножко уменьшаем эти свойства у одного звука и переводим на другое, абсолютно другой звук появится, другая буква появится. Ман заллади яшфауи. Вот здесь завершение слова айн, начало следующего слова айн. Нужно быть обращать внимание, чтобы не произошло правило ассимиляции. Яшфау, яшфаи, яшфаи. Нет. Яшфауи. Договаривать айн с огласовкой дамма, а потом переходить на следующее слово, которое начинается с айна и с кесры. Ман заллади яшфау ин. И у нас ихфа в размере двух огласовок удерживаем, назализацию применяем. Индаху. Вот здесь у нас мад сила кубра. Если в предыдущих местах у нас мы удваивали в 2 раза, это малое слитное удлинение, а здесь соединительное удлинение в размере 4 огласовок. Мад сила кубра. Большое соединительное удлинение называется. Индаху и. Илля. Удваиваем. Потом долгота, естественная долгота в размере 2 огласовок. Илля би изни. При остановке аннулируется долгота, аннулируется касра, переходит в сукун. Би изни. Чтобы не перешло звук зай, прошу прощения, чтобы звук заль не перешло в звук зай. Би изни. Нет. Би изни. Итак, отрывок полностью. Ман заллади яшфау индаху илля би изни. Идем дальше. Я'ламу. Вот одна из самых распространенных ошибок при произношении звука айн сукуном – резкая остановка. Я'ламу. Нужно немножко дать возможность речевому аппарату до конца договорить этот звук. Я'ламу. Такой скользящий, мягкий звук. Я'ламу. Не я'ламу. У звука айна такого свойства, вот такой резкости нету. Я'ламу. Я'ламу ма. Ударение в размере 2 огласовок. Ма байна. Байна. Чтобы на звук бе, бейна не было. Байна. Айдихим. Остановка на я. Ди. Вот здесь удлинение в размере 2 огласовок, естественно, удлинение. Айдихим. Вама. Вот здесь нужно быть осторожным, так как звук мим и звук вау произносится посредством губные звуки, нужно договорить мим сукуном, а потом перейти в звук вау, чтобы не было ассимиляции. Айдихим ва, нет, айдихим ва ма.
Вама. Ударение в размере двух огласовок. Халь. Хальфахум. При остановке сукун здесь есть. Хальфахум. Здесь ха у нас твердое произношение, и поэтому нужно на это обращать внимание, чтобы эта твердость не перешла в остальные звуки. Отрывок полноценности читаем. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Следующий тематический отрывок из этого прекрасного аята. وَلَا. Ударение в размере двух огласовок. وَلَا يُحِيطُونَ. Юхитуна. Ха. Обращаем внимание. Потом удлинение в размере двух огласовок. Юхиту. То же самое. Ударение в размере двух огласовок. Туна. Вот одна из самых распространенных ошибок – это изменение звука ха в звук ха. Юхитуна. Юхитуна. Или юхитуна. Нужно быть обращать внимание, потому что изменение звуков, она кардинально отражается на смысле слова и полноценно и на аят тоже. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ. Остановка. Им. Вот здесь мы применяем и полный идгам с полной назализацией. Полная ассимиляция с полной назализацией. Идгам бигунна камиля. Бишай. Вот после остановки нужно хамзу договорить и перейти на звук мим. Бишай иммин. Бишай иммин. А здесь у нас правило идгар, ясное произношение согласного нуна, нун сакин, мин и. Иль-ми-хи. Здесь у нас правило мад сила кубра в размере четырех огласовок, которые мы здесь применяли. То же самое, идентично. Мин иль-ми-хи и. Осторожно быть, чтобы полноценное произношение хамзы было с огласовкой кесра. И илля ударение в размере двух огласовок. Бима в размере двух огласовок. Вот здесь обратите внимание. При остановке фатха аннулируется, переходит в сукун. Но так как здесь правило применяется мад муттасиль, соединительное удлинение, а по правилам при остановке на слове, с которым применяется соединительное удлинение, нельзя уменьшать удлинение от того стандарта, который у него есть, то есть 4. То есть меньше 4 огласовок при остановке здесь является ошибкой. То есть бимаша. Больше можно 5 или 6. Право выбора у вас. То есть можно удлинять в 6 или 5. Бимаша. А вот меньше бимаша, это является ошибкой. И при остановке на хамзе нужно, чтобы она не перешла в гортанный такой звук резкости. Бимаша. Вот чтобы такого звука не было. Мягкое произношение хамза. Звука хамзы. Бимаша. Резкое прерывание голоса. И только. Итак, отрывок полноценности читаем. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Переходим на следующий тематический отрывок. Начинаем. وَاسِعَ. Звук айн нужно быть обращать внимание, потому что в арабском языке звук айн всегда произносится мягче. То есть нельзя говорить васиа или васиа. Нет. Васиа. Васиа кур. Ра твердый звук. Курсиюхус. Удваиваем, а потом дамма. Курсиюхус. Переходим на звук син, так как солнечный звук, и аннулируется артикль у нас. Курсиюхус самавати.
ударение в размере двух огласовок, ударение в размере двух огласовок. Курсиюху самавати валь. Согласовки фатха, переходим на сукун. Валь ар. То же самое, как и в предыдущем месте, мы который сказали. При остановке свойства иститаля должно полноценно произноситься продолговатость. Ра у нас твердый звук. Хамза мягкость, она никогда не переходит в твердый. Итого получается валь ар. Предпоследний отрывок у нас. Валя. Ударение в размере двух огласовок у нас. Валя яу. То же самое ударение в размере двух огласовок. Мы произносим четко, ясно. Яу. Яудуху. Яудуху. То же самое здесь. Соединительная долгота в размере двух огласовок. Хифзухума. При остановке фатха аннулируется, долгота остается в размере двух огласовок. Вот здесь нужно быть осторожным, чтобы звук ха не перешло в звук ха. Хифзума. Хи или ги. Хифзухума. Итого отрывок. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Так как ха и фа, они являются фрикативными звуками, которым при произношении струя воздуха продолжает выговариваться, нужно до конца а не хифзухума. Потому что при остановке звук фа свои свойства теряет, она уже не становится звуком фа. Хифзухума. И последний отрывок 255 аята из суры Аль-Бакара. Вахуваль. Чтобы звук ха не произносилось как х. Вахуа. Нет. Вахуваль. Переходим на лям, так как айн у нас лунный звук. Вахуваль. Али. Нет. Как мы уже на это отмечали. Нет. Алию. Алию. Удваиваем, а потом согласовка дамма уходим на лям. Алиюль. Алиюль. Проблематика твердости произношения айна. Азим. На арабском языке и при произношении коранических аятов и коранических слов. Нет. Азим. Алиюль азим. За. И при остановке аннулируется, переходится в сукун. И применяется правило, о котором мы говорили в начале, помните, мы сказали 2, 4, 6, и мы выбираем 4. У нас варианты 2, 4, 6, и мы выбрали 4. И при остановке должно соответствовать тому выбору, который мы вначале с вами выбрали. И вот соответствие, монотонность произношения должно учитываться. И выбираем 4, и получается последний отрывок. Вахуваль алиюль азим. При остановке сукун. Так как аятуль курси является полноценным аятом, а из сунны чтение аята от начала до конца слитным образом. И мы сейчас с вами постараемся применять все правила, которые мы проходили, и соединять отрывки, тематические отрывки в одно единое. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Уважаемые зрители, на этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.